жизнь. Для чего она нужна? И как ее прожить? Эти вопросы всегда интересовали умы великих людей. Во все времена философы, писатели, ученые выражали свое мнение и пытались раскрыть смысл жизни и найти истинное счастье. Ясно одно, что многие из нас не хотят просто прожить и уйти. Независимо от взглядов, интересов и предпочтений, каждый хочет оставить свой след, память, маленькое наследие. И, как ни парадоксально, насыщенная, сытая, громкая жизнь одних безжалостно стерта из памяти. А скромная, неприметная жизнь какого-то маленького, почти незаметного человека становится яркой вспышкой на многие годы. Такой яркой звездой можно назвать человека, которого сегодня называют преподавшим урок мужества всем нам, противодействовавшего экстремизму, человека, которого сравнивают с великими богословами прошлого и о котором с трепетом отзываются лучшие представители мусульманской уммы. Того, что нет в сердце, устами я не говорю. Скажу прямо, Курам Мухаммад – это человек, которого я... Через несколько дней отец взял на руки сына и по всем канонам ислама дал ему имя Курам Мухаммад. Шло время. Мальчик рос, вскоре пошел в школу. Маленький Курам Мухаммад учился на отлично, его всегда все интересовало. Наряду со школой отец учил его чтению Корана и основам ислама. Однажды, услышав разговор родителей о дальнейшем его образовании, 12-летний мальчик решает, кем он хочет стать в этой жизни. Когда он был еще дома, отец Курам Мухаммада как-то сказал матери, что хочет отправить его на учебу. Услышав это, Курам Мухаммад сказал отцу: «Что ты скажешь в судный день Аллаху и какой у тебя договор с ним?» Убедив отца отдать его на обучение исламским наукам, вскоре он переходит в соседний с Цунтинским Закатальский район Азербайджанской ССР. Здесь отец Курам Мухаммада устроил его у своего кунака Алима Хафиза Хаджи, где он после посещения средней школы продолжал обучение исламским наукам дома у своего кунака. Однажды ночью жена с дочерьми спали в другой комнате, а я сидел и читал Коран, переводил один из аятов. Вдруг слышу шум на веранде. Я подумал, это, наверное, кошка, и вышел. Мой сын тоже был с ним. Он, хорошо укрывшись, спал, а Курам Мухаммад, как шпион, слушал мое чтение. Услышав, что я иду, он лег, постеснявшись меня. Оказалось, он подслушивал из-за сильной любви к Корану. Тогда я понял, что этот мальчик станет большим ученым. С малых лет обучение дается ему легко. У Курам Мухаммада не было проблем ни в школе, ни в изучении исламских наук. Окончив среднюю школу с отличными оценками, перед Курам Мухаммадом открывались большие возможности.
Имея на руках золотую медаль с отличным образованием, в Союзе вполне было возможно реализовать себя. Столица страны гор – филиал Академии наук. Свой университет, политехнический, медицинский, сельскохозяйственный, педагогические институты. Перед Куру-Мухаммадом открылись хорошие перспективы поступить в любой вуз, а люди с высшим образованием были в почете. Имели хорошую работу и, соответственно, хорошую зарплату. А ученые и партийные работники были элитой общества. Но Куру-Мухаммад всегда хотел большего. Его всегда интересовали самые важные и глубокие науки. Науки, которыми можно было принести наивысшую пользу всем. В советский период религия была официально разрешена, но у власти был свой взгляд на нее. По-арабски нараспев что-то кадии мололи, сообщая нам свои удивительные бредни. Вот какая жизнь была, и была она смертельна. Этот фрагмент из фильма отражает всю действительность советской пропаганды, где религия представлялась пережитком страшного дореволюционного прошлого, подвергавшаяся презрению и осмеянию, а сами религиозные деятели – гонениям. На территории Дагестанской АССР не было ни одного медресе, лишь около 2 десятков мечетей, да и те посещали одни старики. А для подрастающего поколения на государственном уровне предлагалась только одна религия – атеистический коммунизм. У молодого Куру-Мухаммада было совсем иное представление о религии, и он уже знал, чего хочет от жизни. В 1975 году, узнав, что в Буйнакске функционирует мечеть и ее посещают богословы, которые тайком обучают людей, он отправляется туда. Куру-Мухаммад Хаджи, да возвеличит Аллах его степень, пришел в Буйнакскую мечеть еще совсем молодым юношей. Но молодого человека здесь никто не ждал. В Буйнакске у Куру-Мухаммада не было ни родственников, ни знакомых. Лишь маленькая комнатка на 2-м этаже мечети приютила его. Поднявшись на 2-й этаж, справа можно найти дверь в его комнату. У него в комнате были печка в виде кольца, вырезанного из трубы со спиралью, и старый чайник. Не было даже ложек и вилок, только чашки и блюдца. Все деньги, которые у него были, он давал за хлеб. Так, питаясь хлебом и чаем, он начал учиться. Первое время зимой, в холод, он ходил в резиновых галошах. Но помимо бытовых неурядиц и поиска людей, которые могли бы его обучать наукам, была и еще одна проблема. Имамом мечети был человек по имени Татам Кади. Периодически его вызывали в КГБ и расспрашивали о мутаалимах. А он, в свою очередь, отрицал все, говоря, что это дети или внуки сторожа, которые посещают его. Но все эти проблемы будто для него не существуют. Словно одержимый, он только утоляет свою жажду познания. Все, что он изучал, для него не было просто сухой теорией, а практикой, которую он ежедневно, дотошно и аккуратно воплощал в своей жизни, и которая совершенствовала его нрав. Прихожане мечети и соседи были очень удивлены и рады такому парню. Ведь такую сознательность и стремление к наукам
невозможно было увидеть даже среди зрелых, взрослых людей. Не всякие знали, чем он занимался. Он работал здесь где-то в консервном заводе или охранником и тайно занимался. Ну, главная его цель с детства видно было, это человек стремительно занимается наукой ислама. Высокая нравственность, отрешенность от мирских благ и прекрасные умственные способности позволили ему вскоре овладеть хорошим багажом знаний. И это дало возможность молодому Курам Мухаммаду самому начать давать знания другим. Вскоре с семьей он подыскал себе дом в селении Казанище. И выбор был не случайным. Это селение было одним из духовных центров Дагестана, куда стекались паломники со всей республики на зияраты великих шейхов, похороненных здесь. Когда вот в Казаниш мы переехали, там 4 комнаты, да, примерно было, 4 комнаты и коридор, там прихожка. Из них вот 3 или 4 было, там находились муталими. Я тоже как семья, как в своей семье там, я там находился, мне тоже там среди них интересно было. Никаких проблем не возникало с ним там. И мать тоже, как к своей семье она относилась. Все эти годы обучения Курам Мухаммад видел вокруг себя катастрофический духовный упадок в обществе. Некогда одна из самых религиозных республик Северного Кавказа, где ислам играл первостепенную роль во всех сферах жизни горцев, за несколько десятков лет превратилась в республику полуатеистов с религией на уровне традиций и обычаев. И лишь несколько десятков человек в разных уголках республики могли на свой страх и риск обучать людей исламской науке на высоком уровне. Такая обстановка и стимулировала его максимально отдавать себя распространению ислама. Теперь Курам Мухаммада от исламских наук отвлекает лишь работа сторожа, на которую он устроился, чтобы прокормить семью. Все остальное время он учится сам и обучает других. Одно время, еще до открытия мадраса в Буйнакске, он преподавал Махди Хаджи Абидову и Мухаммад Расулу, имаму джума мечети. Так как они были близкими людьми устазов, он сам приезжал к ним в Буйнакск, не заставляя их ехать в Казанище. Мухаммад Расул и Махди Хаджи рассказывали, что несмотря на снег или дождь, не имея машины, он ни разу не сорвал занятия. Однажды я сам был свидетелем, когда в городе был гололед и остановилось движение. Он прошел пешком с мокрыми ногами, покрытыми коркой льда, провел урок и ушел обратно в Казанище. Параллельно Курам Мухаммад ищет алимов, знакомится почти со всеми крупными учеными Дагестана, кто бы смог умножить его знания. Однажды ко мне подошел один молодой человек, я не знал его и не слышал о нем. Он сказал, что его отправил устаз из Нечаевки, да будет доволен им Аллах. То было время, когда я приехал, отучившись в Хасаюрте и завершив чтение Махалли, книги по исламскому праву, продолжал изучать Ихья имама Газали. Я спросил, что он хочет изучать. Он сказал Махалли. Было видно, что он уже имел хорошие знания. Оказалось также, что он 4-жды прочел Ихья. Это был период, когда в государстве зрели реформаторские настроения. Общество бурлило. С приходом Горбачева происходят кардинальные перемены, в том числе и во внутренней политике. Власть меняет взгляды на религию. В начале 90-х свобода вероисповедания переходит из формальной в реальную. Люди строят мечети и мадраса. И в 1993 году молодому, но уже состоявшемуся ученому, муфти Дагестана Али Хаджи
предлагает работу заведующего каноническим отделом во вновь образованном Духовном управлении мусульман Дагестана. Казалось бы, все, конец трудностям, теперь можно уже открыто просвещать людей. Но новые реалии жизни несли и свои сюрпризы. В пошатнувшемся государстве, почувствовав уверенность, разные авантюристы начинают будоражить общество. Вслед за отделившимися союзными республиками на Кавказе звучат призывы к национальной независимости, впоследствии дополненные псевдорелигиозными идеями. В 1994 году в соседней Чечне начинаются военные действия. А в Дагестане идет активная работа по нелегальной вербовке молодежи в ряды боевиков. Формируются так называемые «пятые колонны» в различных селах республики. С каждым днем над Дагестаном растет нависшая угроза гражданской войны. Получив долгожданную свободу, народ питает огромный интерес к религии, но полное отсутствие иногда даже элементарных знаний у простых мусульман играет на руку ваххабистам. И именно сейчас, как никогда, требовались люди с обширными и глубокими знаниями, умеющие аргументированно разъяснить основы религии, открыть людям глаза на ложь. Это все, как только эти люди здесь дали о себе знать, в Дагестане, когда появились, сразу вот сначала уже начал, он понял уже их вот идеологию, их истинные цели, для чего они все это, их вред для ислама. А иметь определенную идеологию в сердце, потом, чтобы убедить людей, читать оттуда аят и оттуда хадис, это уже другое. Курамухаммад стал не только одним из первых, кто понял лживость новой идеологии, но и стал в первых рядах противоборства. Его главным оружием становится слово. Именно этот его смелый шаг сыграет немаловажную роль в дальнейшей истории Дагестана. В последующем Курамухаммада Хаджи будут называть человеком, благодаря которому в Дагестане узнали, что такое ваххабизм. На самом деле, что такое ваххабизм и какой вред она исламу приносит. И на самом деле, кто они такие, на самом деле, это, который объяснил человек, это Курамухаммад. В начале 90-х духовное управление только формируется. Свобода религии дала возможность верующим людям объединиться. Сюда приходят те, кто хочет донести до других ислам. Курамухаммад с друзьями объезжает всю республику. С той же страстью, что была у него, когда он приобретал знания, теперь он распространяет их. На этой любительской съемке запечатлена одна из первых поездок Курамухаммада. Закаталы. Глубокая ночь. Люди собрались по приезду Курамухаммада и Мухаммад-Вакиля. У людей много вопросов. Курамухаммад разъясняет все, разбирая каждую деталь, приводя аяты из Корана и хадисы пророка. Такой уровень учености приводил людей в восторг. Люди не расходились, несмотря на позднее время. Такая работа Курамухаммада скорее была похожа на спасательную операцию. В воздухе витает напряженность, и практически во всех своих встречах с людьми ему приходится затрагивать вопросы, касающиеся ваххабизма. Эта тема с каждым днем становится более обсуждаемой. И это было неспроста. Идеологи пустили в ход все – искажение святых писаний, подкуп, даже террор и убийство людей. Курамухаммад понимает это. Но вместо денег и обмана у него были глубокие знания, искренность деяний и чистые помыслы, чем он и притягивал к себе людей. Иногда встречи проходили без подготовки, днем или ночью, в коллективах разных учреждений, мечетях и даже на частных квартирах.
Почти всегда он сталкивается с отсутствием понимания реальной опасности этого течения. Зачастую Курамухаммада даже осуждают за упорное противостояние ваххабизму. Мол, нет другой темы в исламе, кроме этой. Курамухаммад хочет достучаться не только до сердец простого народа. Он пытается говорить и с самими идеологами, разобрать спорные вопросы не с оружием в руках, а в научном диспуте. Но слепой радикализм просто не признает другое мнение. И видя наступающий экстремизм с одной стороны и неосознание народом реальной опасности с другой, Курамухаммаду приходится иногда почти криком отчаяния призывать наиболее религиозно просвещенную часть общества сплотиться и оказывать содействие друг другу, пока не поздно. Если у них есть автоматы, у нас есть, алхамдулилля, крепкий имам, первый, который в очередь стоит. Автомат это второй очередь. У нас есть крепкий ислам. Дагестан это был и будет, иншаллах. От этого бояться не придется, братья. Сколько нам стоит сплотиться. Где-то или имамом кто-то их человек работает, или мударрисом, преподавателем работает. Если этих людей мы будем оставить, у них сила будет чуть больше стоять, и после этого они начнут то, что говорят в Афганистане и Таджикистане. Вы не думаете, что это для меня бред? Я сегодня готов за это умирать. Валлахи, я сегодня готов, братья. Но только алими возьми, что они могут на себя взять? В каждом семье будет это заходить, это 15. Вот тогда вы будете чувствовать, почему мы вовремя не поднялись. Последующее драматическое развитие событий показало оправданность такой настороженности Курамухаммада. В 1999 году на территорию Дагестана вторглись боевики. Но вместо ожидаемой поддержки они встретили яростное противодействие мусульман Дагестана, которое отчасти было и результатом своевременной и упорной работы Курамухаммада и других богословов. Теперь уже наглядно проявил себя ужас того, что было скрыто за ширмой так называемой ими священной войны. И в это тяжелое время люди увидели в Курамухаммаде истинного богослова, который своим мужеством и ученостью встал против смертельного врага и отстаивал чистоту ислама. Прошло всего несколько лет, а за его плечами были уже тысячи обученных учеников, сотни встреч, тысячи проповедей, десятки книг и множество статей. Когда даже кушал, книга была, так тоже. Пока остынет эта еда, такие моменты тоже были. Допустим, пришел здесь работать, кушать его вызывают, приходит с книгой туда. Курамухаммад получил известность не только в республике, но и по всей России. Другие богословы ссылаются на него и цитируют в своих проповедях. Присущая ему скромность, искренность и доброта снискали заслуженную любовь и уважение народа. Его простота во всем, в одежде, в речи и в поведении располагала к нему людей. Если так честно сказать, большинство он работает американском, там где-то крыша течет там, или где-то там стол надо менять там, или что-то делать, он не думал об этом. Самое удивительное то, что каждую минуту он был занят поминанием Аллаха или преподаванием, или чем-то другим. Будучи очень увлеченным исламскими науками, Курамухаммаду удалось освободиться от суеты и порочности современного мира. Такой Курамухаммад скорее напоминал кого-нибудь из числа праведных предков, нежели человека из нашей современности. О Курамухаммаде что можно рассказать? Например, если о нем Саид Афанди говорит, что Курамухаммад – это имам Навави нашего времени. Имам Навави. А имам Навави, даже маломальски кто знает, кто такой ислам, человек. Это очень большой человек, имам Навави, в исламском мире. Очень большой алим, ученый. За 14 лет работы в каноническом отделе Духовного управления мусульман Дагестана
он проделал колоссальную работу, оставаясь незаменимым для муфтиев Али Хаджи, Саид Мухаммад Хаджи и Ахмад Хаджи. Несмотря на уровень проводимых религиозных мероприятий, республиканского или местного масштаба, Курам Мухаммад всегда там, и у него всегда была готова проповедь. Весь его день был расписан поминутно. Он успевал преподавать в Дагестанском исламском университете, работать в каноническом отделе и после этого проводить занятия в женском медресе. И все это параллельно с работой имама мечети. Даже одно время Хабиб Хаджи рассказывает о том, что ту работу, которую при жизни Курам Хаджи делал, сейчас, говорит, мы эту работу возложили на 7 человек. Именно такой активный ритм жизни и приносил ему удовлетворение. Донося до людей ислам в течение всей своей жизни, осознанно испытывая трудности и лишения, он стремился в наивысшей степени быть полезным людям. Говоря о необходимости духовного просвещения в одной из проповедей, Курам Мухаммад сказал, что он готов принять смерть, борясь лжеидеологией, чем жить с болью в сердце, наблюдая за хаосом, творящимся в обществе. Я рад, чтобы чем с болью умереть, я рад, чтобы умереть, воюя вот этими язвой, которые действуют в исламе, дают раскол, разрушают ислам. Этим я сегодня же умирать я рад. Но только когда то, что мы наш род играем, и сделаем, и мы будем последовать за Кораном свет. Эти слова оказались пророческими. 26 июля 2007 года, после ночного намаза, Курам Мухаммад вместе с братом и со своим учеником едет домой. В эту ночь он как-то особенно задумчив и собран, как перед очень важной встречей. В тот вечер он сел, и как только оттуда вышли, он начал как необычный ясин читать. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин валь-Кур'анил хаким, иннака ламинал мурсалин, аля сиратил мустақим. Вот нужно сказать, где не доезжая до дома, здесь кольцо мечеть, там можно сказать, он почти закончил, читать ясин. Все это так внезапно произошло. Когда машина подъехала к дому, раздался взрыв. В живых остался только ученик Курам Мухаммада. Это же, хотя это выглядит так, что это там убийство, взрыв и так далее, это же большой нимат шахидом, чтобы умереть, это же не... Я тоже это немножко понимаю, что это такое, не каждому дается. С одной стороны, что он вот так, если меня вот, даже если меня спросят, как бы ты хотел, чтобы вот отец ушел, да, мы все же так умрем. Я бы вот это именно и выбрал, наверное. И поэтому у меня никак особо такого ненависти, там, злобы, отомстить кому-то за это не было. Эти люди, пакери о них, как, что сказать насчет них. Пусть Аллах их на правильный путь наставит. Вот. Есть люди принципиальные, когда кого-то вот физически убирают, но у людей появляется, у некоторых, не всех, я говорю, обратная реакция. Когда они думают, вот нагонять, что ли, такой страх, а у людей появляется обратная реакция и говорят, пускай пугают, а мы еще больше будем работать. И
еще лучше начинают люди работать. И я думаю, они этого результата, имеется в виду, кто дает команду, можно сказать, они этого такого результата, по-моему, не ожидали. Это дополнительное доказательство тому, что они ничего не добились до сих пор. А работники ислама продолжают работать. И их ряды, мы же знаем, это пополняются. Алхамдулилля. 28 декабря 2010 года по указу Дмитрия Медведева за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденами мужества посмертно были награждены имам мечети села Губден Карабудахкенского района Дагестана Нурмагомед Гаджимурадов, заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев и Курамагомед Рамазанов. В новейшей истории России это первое награждение людей, которые отстаивают безопасность Родины не долгом службы, а долгом веры.